слайдер еще не приехал. Приехала ходовка для него. Сдэк вот забрал, короче, рок с колеса. И тут, что, я не знаю, может быть, ступится. ПДТ там, короче. Ой, ЗДТ, то есть. Вот так-то, короче, надо запихнуть как-то туда. Все. Вот этот пойдет в багажник, надеюсь. А 2 колеса, думаю, в пол залезет, надеюсь. Это все обошлось мне ступица, ЗДТ, 2 колеса, передний диск с тормозным диском, короче, и заглушка на задний диск идет. И она мне обошлась 21 тысячу рублей, короче. Вот. Ну, как-то вот так. Всем привет еще раз. Вот доехал, короче, в город, пообедал. У них сейчас до 14:00 обед, короче. Сейчас без 10 уже 14. Ну, я уже подъехал. Ну, вот, короче. Сейчас пойдем туда, на двор. Потом деньги подготовим. Вещи свои я куда-то дену. Короче, там же багажника нету. Я думаю, решу все это. Надо будет заправиться. Я не знаю, там бензин хоть до заправки хватит или вообще там нету ничего. Не знаю, будем смотреть, короче. Вот оно место. Вот. За месяц уже 2-й раз я тут. Вот она приехала. Блин, кайфовый. Прям кайфовый. Ща распакуем еще. Все распаковал, короче. Нормально так-то пойдет. Минусы я потом расскажу, какие минусы есть в нем. Короче, все, даже бензин там есть. Попробуем сейчас за воротами запустить. Все, хана, приехали. Корни разбитые вообще в хлам со стороны генератора. Жужжит, гудит, блядь, даже заклинивает иногда. Короче, вилка хлам. Не то что хлам, кривая. Фара болтается. Вот. Короче. Руль, сток. Пластик. Хлам. Так, вот эта самоделка. Подножка пассажира металлическая аж. Короче, свечка советская, хуйня какая-то. Заглушек нету, короче. Пластик, ну, более-менее живой. Сальники, вилка течет. Хлам. Так, потом что? Блин, труба. Ну, труба походит более-менее нормально. Так, еще что? Сток карп, сток колено, сток ЦПГ расточенный до 65 кубов. Со стороны генератора, вариатора все открыл. Вариатор стоит 6, ремень стоит 6, сцепление стоит 6. Остальное все сток, короче. Ну, блин, я скажу. Я почему-то довольный такой, не знаю. Я сейчас даже всем на нем не могу поехать, потому что она не едет. Так, надо будет сейчас искать минивэн, либо газель какой-то. Вот такие вот дела, короче. Вот, уже разобрали. Мотор снял. Сейчас буду кожухи вот эти снимать. Буду смотреть, что там. Ну, я подозреваю то, что корни, вот эта правая сторона, убитая вообще в хлам. Ну, лишь бы вот это не было коленвал. Надеемся на это. Вот кузов с него. Вот, короче. Не знаю, до скольки я буду работать. Сейчас время где-то 19:00, наверное, уже. Ну, либо 18:00, я даже не смотрел. Ну, короче, занимаемся. Это нормально? Вот это? Вот так. Коленвал приварили. У них отвалилась резьбовая часть. Вот эта фигня.
Проводка 2G. Ну, лишь бы, блядь, катушки были целые. Сегодня очередной день. Нашел время заняться слайдером. У меня вилка кривая. Надо выровнять. Равнять, короче, надо. И сейчас вам покажу, как она выглядит. Потом, ну, попробуем что-то с этого сделать. Вот так вот выглядит вилка. Если вам видно, вот, исчезает второе. Надеюсь, перо не кривая, а сама траверса. Вот, видите? То, что вот это перо, она вот так вот стоит. Всем привет. Включение, короче, у меня особо времени нету, если честно. То я делаю, короче, не успеваю что-то снимать, что-то рассказывать. Ну, я думаю, сейчас немного времени появилось. Хочу заснять, что я сделал, что не сделал еще, что в планах со слайдером. Вот слайдер стоит здесь. Вот, сейчас вам покажу. Вот мой слайдер стоит. Я изначально бугель сварил без пегов, без этого, потому что у меня пегов не было. Потом я сегодня купил пеги 4 штуки от BMX. Типа вот такие вот. Можно было бы и из трубы сделать мне, но это, во-первых, колхоз, и во-вторых, нету вот этих, ну, рисунок. Вот этого нету. И труба будет скользить. А на заднем, если на больших скоростях ехать и какие-то перепрыжки, что-то там делать, это очень опасно будет. Ну, можно было бы туда приклеить этот наждачку, но это все геморно, ненадежно, и это тоже колхоз. Я вот сварил, короче, и покрасил бугель. Вот она сейчас здесь висит, сушится. Вот пеги. Все. Дунул черной матовой краской. Бугель очень мне нравится. Тот раз я, короче, сделал, но одна сторона получилась кривая, вот так, типа. Мне пришлось потом заново вырезать все это дело, гнуть. Ну, не гнуть, а подгонять, чтобы ровно было здесь, чтобы 90 было. Здесь больше было вот так. Вот. Сейчас оно ровное, идеальное. Но здесь я не стал зачищать швы. Вот здесь. Но это геморное занятие и не особо заметно будет. Вот. Бугель
она у меня так. Вот это пега для перепрыжки, для вот этих трюков. И при падении потом будем смотреть, она будет этот пластик защищать или нет. Но это мы разберемся потом. Сейчас мы поставим это все дело, я вам покажу результат. Еще, короче, я такой карп взял с Алиэкспресса за дешево. Ну, где-то 700 рублей, что ли. Вообще дешево, короче. Чуть не сказал дорого. Короче, у него такая фишка, у него нету вакуумного штуцера, вот этого большого. Я, короче, просверлил, взял патрубок от 157-го движка, из патрубок нагрел, короче, вытащил вот этот штуцер, короче, просверлил, забил туда прям, ну, карп нагрел немного, чтобы расширился она, и забил вот этот штуцер. Теперь у меня есть штуцер под вакуумный краник. А тот раз я хотел поставить, попробовать, проехаться. Короче, все, штуцера, подачу, там, бенза, все одел, короче, а оказалось там, короче, штуцера вот этого нету. Вот прикол был. Я засосал, короче, шланг и забил туда болт. И немного проехался, где-то, 100 метров, наверное. Но она еще работала. Но она с коробкой работает, холосты держат, все отлично, только на больших оборотах что-то, начинает тупить. Но я думаю, это за счет того, что у меня поршневая дохлая, там, и прокладка под головку сечет, она капец. Потому что не та стоит. Стоит, по-моему, от цепника. Кто знает такой скутер. По шпилькам она совпала, но по диаметру, там, по расположению гильзы не очень совпало. И вот слайдер. Я хотел вам показать вот бугель. Вот Пегги сделал, короче. Вот Пегги. Вот Пегги. Короче, тут гайка приварена к трубе. Прям хорошо. И резьба тут на Пегги была просверлена 10-миллиметровой сверлой. Потом закручена болтом, короче. Под 17 ключ М10. Вот там М8, по-моему. Болт просто насквозь проходит, вот это все дело. Там гайка. Металл здесь, будь такой хороший, блин. Я сверлой, сверло у меня было 10 миллиметров. Я, задолбался сверлить. Сверло у меня нагрелось, капец. Синюшная такая стала. Но в итоге я как-то просверлил. Вот бугель под одну ногу, под вторую. Но под вторую немного ближе к стопаку получилось. Правда, надо было где-то вот здесь вот делать. Но все равно она, работает, короче. Вот, со стороны выглядит вот так. Потом попробуем то, что она будет защищать пластик, я думаю. Потому что она выпирает вот так. Вот так. И вот это типа крышку защищает. Еще я буду делать защиту крышки. Но это не сейчас. Потом здесь будет у меня тоже где-то пайга. Вот снизу подножки пассажира. Чтобы она тоже полик не сломал. Вот. Тот раз я упал, короче. Сломал вот этот пластик. И там, короче, вот этот. Типа ответная часть, где саморез закручивается, она тоже лопнула. Я это все сделаю. Вилка, слава богу, у меня не ссытся. И сальники тот раз поменял. Пыльники тоже поменял. Но надо будет потом, как я сделаю нормально вилку. Я масло поменял, сальники поменял. Но осталось то, что перья немного кривые. Надо будет их равнять. Не знаю пока как. Один способ есть, но насчет этого еще подумаю. Потом надо будет чехол одеть. До этого хочу покрасить перья, вот это все дело. Потом только ставить. Вот, вынос я еще не заказал, потому что в наличии в скутер-атаке нету черного матового, только есть под карбон. Но у меня денег нету еще на поршневую, на коленвал, на выхлоп. Коплю немного. Продаю вот стопак, поворотники. Там еще один бугель есть.
которая шла с ним. Вот его продаю. Потом в конце сезона трубу буду продавать, потому что про реплику хочу поставить. Ну, коленвал тоже, может быть, если кому-то надо будет, продам. Ну, там от горизонта стоит у токаря заточена вот эта щека под этот картер, короче. Поршневая на 65 кубов, стоковая, расточенная просто. Ну, там еще надо будет расточить, по-моему, потому что если кто-то хочет купить, например, там просто задиры такие, либо это не задиры, это либо точили, короче, фиговыми резцами вот этими. Резки, короче, большие там. Но ездить пока. Ну, прокладку пробивает иногда. Звуки такие от выхлопа прям идет с цилиндра. Ну вот, короче. Вот такие обстоятельства. Делаем потихоньку. Вот я ЗДТ поставил. Если вам показал, конечно. Вот, приварил как надо. Хорошо мне заварили. Прям вот так вот, чтоб на всякий случай, чтоб не отвалилось. Потом я буду ставить нулевик, но это в следующем сезоне. Как я поставлю вот этот карп. Я не стал покупать по линии CP, там, либо оригинальный доллар, то... Ну, это то же самое будет. Что у него там, блин. Настройка только может быть отличие. А так-то дырдочка, блин, все ровно, нормально походит, поездить. Но максимум, блин, на 2% получше будет, наверное, по езду, короче, на CP-шке. Но CP-шка мне казалось слишком дорого, там, блин, сколько там просит? 8 тысяч, что ли, ё-моё, слишком, по-моему, это дорого за карт. Я хочу сначала вот это все сделать, впуск, там, вот это все. Короче, тюнинг полностью хочу, потом, если деньги останутся, тогда только возьму по линии CP. Бошную я не хочу, потому что бывает сорванные резьбы, там забитое что-то, там сломано. Ну, короче, вот это все нюансы. Хочу с пластиком заняться, но, блин, я хочу сначала сделать валящий мотор. И коплю деньги. А то мне надо будет подсидельный отсек, ну, типа унитаза вот это. В принципе, у меня... подхвостник в идеальном состоянии, но вот это все мне тоже не нравится. Я хочу сделать, заказать новую вот здесь вот из-за этого, короче. Так-то она все в хорошем состоянии. Вот этот Ля Винчи Туринг хорошо работает, в принципе. Еще я хочу редуктор поменять потом, а то вибрации капец. У слайдер редуктора капец, прям с места и до 40 прям вибрация хорошая идет, некомфортно, и максималка у нее где-то 75, вот так вот. Хочу ROX редуктор поставить, но я думаю будет где-то. Снова всем привет, опять делаю слайдер, на этот раз делаю пульты, короче. Заказал чина вынос, потому что со скутера так заказывать пока нету возможности, но одну только вынос заказать не вариант, потому что доставка выходит дороже, чем вынос. Вот, на время заказал чина вынос, он приедет с Шымкента скоро, и для этого готовлю руль переключателя. Вот, короче, пульт делаю вот так вот, удлиняю, короче, где штекер, а то она будет болтаться вот здесь вот, примерно вот здесь. Мне лучше там, короче, за мордой, чтобы она спряталась. Лучше вот так вот удлиняю, короче. Вот так вот термоусадка. Вот такая гофра. Вот опять термоусадка. Все, короче, по красоте. Она теперь будет стоять вот так вот примерно. Вот. Никакого колхоза. Все красиво. Вот. Там так-то вот так вот стояло. Все. Видите? Сейчас один пульт я закончил. Если успею, сделаю вторую.